Здравствуйте, уважаемые телезрители! У нас сегодня второе занятие по семейному воспитанию. Ведущий я, Дабаев Кыргызбай Душенбекович, доктор педагогических наук, профессор, директор Центра педагогической науки профессионального образования. В прошлый раз у нас была первая беседа о семейном воспитании. Сегодня вторая беседа о семейном воспитании. Я хочу остановиться на некоторых моментах, на которых иногда родители не обращают внимания. Но я, прежде чем начать разговор о семейном воспитании, хотел бы вам напомнить те постулаты или то заключение, которое мы сделали в прошлый раз, а именно, мы остановились на 3 тезисах, что самым главным подарком для детей является ваш положительный опыт. И второе, самым главным подарком для ваших детей является ваше время, то время, которое вы уделяете своим детям. И третье, если вы хотите видеть своих детей таким, каким вы мечтаете, вы прежде всего должны стать таким, каким вы видите в будущем своих детей. И поэтому, уважаемые коллеги, мы должны вот эти моменты очень четко помнить и всегда знать. Сегодня мы продолжим эту беседу, и я хотел бы остановиться вот на таких моментах. Международные эксперты провели исследования относительно, в каких семьях вырастают хорошие дети, то есть примерные дети, в каких семьях был проведен большой опрос, где-то около 10 тысяч таких семей. И по итогам исследования пришли к следующему заключению, что, во-первых, они сделали 5 основных выводов. Самый первый вывод – это какой вывод? Чтобы в семье все думали о благополучии семьи, жили ради благополучия. Второе – чтобы в семье была искренняя любовь друг к другу, не только к детям, но и внутри семейной, искренняя любовь друг к другу. Третье – позитивное отношение, позитивные беседы внутри семьи, которые сближают семейные узы. Четвертое – это побольше времени находиться вместе с семьей. Все свободное время стараться проводить вместе с семьей. И пятое, очень важный момент – это взаимоотношения родителей, внутрисемейные взаимоотношения между родителями. Такое доброжелательное, благородное, такое, знаете, уважительное отношение родителей друг к другу. Это тоже играет очень большую роль в семейном воспитании. А теперь мы коротко остановимся вот на этих 5 моментах. Первое. Когда мы говорим о благополучии семьи, что прежде всего мы понимаем? Вот что включает понятие благополучия семьи? Конечно, это очень здорово, когда семья полная, когда есть и мать, и отец, когда благополучие семьи, когда есть крыша над головой, благополучие семьи, когда каждый член семьи думает о благополучии семьи, заботится о благополучии семьи. Благополучие семьи, когда каждый член семьи вносит свой посильный вклад в это благополучие. Благополучие семьи, когда родители очень доброжелательные, когда в доме, когда говорят о благополучии семьи, прежде всего говорят о доме, где все хорошо, где создана такая среда, которая позволяет детям чувствовать себя очень комфортно,
где есть среда, где дети растут интеллектуально, духовно, физически. Благополучие семьи – это когда каждый член семьи заботится о друг друге. Благополучие семьи, когда в семье комфорт. Это что касается первого постулата. Второе. Я сказал, что в семье должно быть искренняя друг к другу любовь. Вот как раз в наше время дети вот эту любовь не чувствуют. Я это понимаю, потому что многие родители в течение дня, проработав где-то на работе, приходят домой уставшие, и им у них нет силы обращать внимание на своих детей. Я это понимаю. Я понимаю, что когда я говорю про искреннюю любовь, внутрисемейную любовь, я прежде всего, я знаю, что родители любят своих детей. Они внутренне любят своих детей, но они эту любовь всегда как-то внешне не показывают. Я как говорил на прошлой беседе, они свою любовь в основном выражают через какие-то подарки. Они свою любовь выражают какими-то поблажками к своим детям. Они свою любовь выражают какими-то уступками в капризах своих детей. А ведь же искренняя любовь – это тогда. Вот, например, вот тот же отец, допустим, заходит домой, и, конечно, я понимаю, что у него настроения сегодня нет. Настроения нет, у него были какие-то проблемы на работе. И он вот этот негатив начинает приносить домой. А вместо того, чтобы все негативное оставить за порогом дома. И было, я понимаю, что они устали, они ничего не хотят. Но тем не менее, найдите силы, уважаемые родители, найдите силы. Подойдите, как бы там тяжело не было, посмотрите, дайте, скажите, элементарно, как там у меня жена? Как там? Или подойти к сыну, который делает урок. Просто положить руку к его плечу. Или просто положить ладонь к голове. Если он встал, просто взять и просто-напросто обнять. Вот показать свою действительно искреннюю любовь. Ничего не говорите. Просто возьмите и обнимите, покажите свою любовь. Искренняя любовь не показывается словами, они показываются действиями, уважаемые родители. Я понимаю, что вам тяжело, я понимаю, что не до этого, но тем не менее, это очень важный компонент искренней любви, создания вот той атмосферы, которая помогает, которая потом дети впитывают вот это поведение, именно вот это поведение своих родителей, То есть должна действительно быть любовь. Конечно же, дети обязательно ответят вам этой же искренней любовью, когда они вырастут, когда они станут большими. И в этом же возрасте они будут проявлять вот эту любовь. Я понимаю, вот часто я сейчас слышу, что вот когда придешь куда-то домой и начинаешь беседовать с детьми, они говорят, вот меня мама не любит, папа не любит, они меня не любят. Конечно, возможно, родители детей любят, но они свою любовь не проявляют. Они, возможно, проявляют любовь через, я как выше сказал, через какие-то подарки, через какие-то уступки, через и так далее, и так далее. Но любовь-то искренняя проявляется ежедневными, ежеминутными поступками вашими, уважаемые родители. Вашими поступками, вашими действиями вы выражаете любовь, просто любовь. Это очень легко и очень просто. Это легко и очень просто. Третий момент, это прежде всего, когда мы говорили, это позитивная беседа
который, в общем-то, влияет на обстановку семьи, на воспитание в семье. Что значит позитивная беседа? Ну, допустим, вот я хотел бы задать родителям, вы в последнее время, когда вот искренне говорили своими детьми, вы все время говорите с урывками, когда обращается. Ну, например, подбегает к вам дочь, начинает говорить: мама, вот здесь-то вот так-то, вот так, вот так. Отойди, у меня времени нет. Обычно вы так отвечаете. Может, вы тем самым уже ставите блок между матерью и между вами и вашей дочерью. Или, например, когда говорим про позитивные беседы, вы когда-нибудь просто так говорили своими детьми о тех проблемах, которые, допустим, тех же домашних проблемах, но в таком доброжелательном тоне? Позитивная беседа предполагает всегда в детях замечать хорошее. Когда вы все время будете в детях замечать плохое и указывать на плохое, конечно же, дети вырастают такими, какими они видят. И вот такое отношение потом они перенимают. И когда они становятся взрослыми, приблизительно такое же отношение они проецируют на своих будущих детей. И поэтому, уважаемые родители, когда я сказал, что главный подарок – это ваше время, уделите время. Если вы уделите хотя бы 5-10 минут в сутки, от этого ничего не изменится. Я понимаю, что вы срочную какую-то работу выполняете. Возможно, вы выполняете какой-то заказ. Но из-за 2, 10 или 5 минут от того, что вы выслушаете своего ребенка, поговорите с ним, с вашим ребенком, от этого никогда никуда ваша работа не убежит, уважаемые родители. И другое, например, когда я говорю про позитивные беседы, у нас как-то у кыргызов повелось, что вот, например, сидят родители, пьют чай. Вот прибегает сын или дочь, говорит, и начинает просить: мама, мне тоже налей чай. А мать в резкой форме говорит: мы сейчас сначала мы пообедаем или попьем чай, а потом придешь и будешь пить чай. Это тоже очень большая ошибка, уважаемые родители. Дети сидеть должны вместе с вами. Дети должны сидеть вместе с вами и беседовать. Они должны вас слушать. И, конечно же, когда мы говорим про позитивные отношения, вы прежде всего должны вот это позитив проявлять и между собой, между супругами. Позитивные беседы, чтобы они никогда не слышали какие-то отклики, какие-то крики, какие-то обвинения друг на друга. Позитивная беседа – это прежде всего, когда, вот я выше сказал о том, что вы в детях замечаете только хорошее, уважаемые коллеги, хорошее. Я понимаю, что они где-то что-то натравили. Я понимаю, что они где-то что-то там, допустим, накосячили. Но вы-то родитель. От того, что вы заложите в детях, от того, как вы воспримете это или как будете к этому относиться, очень многое будет зависеть в будущее ваших детей. Вы тем самым закладываете будущую программу в ваших детях, уважаемые родители. Будущую программу в ваших детях. И следующее, когда мы говорим, вот это третья позитивная беседа. Четвертое – это проведение вместе с семьей, побольше времени с семьей. У нас как-то так получилось, что дети сами по себе у кыргызов, у нашей вот кыргызской семье, дети сами по себе проводят время, родители сами по себе проводят время. У нас как-то не заведено, чтобы дети и родители вместе где-то отдыхали, вместе что-то делали. Очень редко такое случается, но это очень неправильно, уважаемые родители. Самое главное, когда мы говорим, чтобы вместе проводить время. Почему же вам нельзя, допустим, вместе куда-то выйти, съездить куда-то вместе куда-то съездить и отдохнуть, вместе провести какое-то время, вместе сходить в кино, в театр, или просто взять книгу,
какую-то интересную книгу и просто прочитать детям вместе, чтобы все слушали. Почему? Или что-то вместе работать, вместе выполнить какую-то задачу, или вместе подготовить, вместе просто-напросто, допустим, приготовить тот же ужин. Ужин, обыкновенный ужин, просто приготовить для вместе, привлекая всех членов семьи, независимо женского или мужского пола. Всех приготовить, допустим, одному поручить это сделать, другому поручить то-то сделать, и вместе, совместно приготовить ужин. Вот это как раз-то, вот это и является, уважаемые родители, воспитанием, не словами. Я снова напомню слова нашего великого Макаренко, который говорил о том, что самое главное не слова, а гимнастика поведения. Все должно проявляться через дело, если вы постоянно будете делать замечания своим детям, постоянно упрекать, конечно же, у них появится блок между родителями и детьми. И поэтому те недопонимания, те разногласия в семье, которые часто происходят в жизни, как раз-то проистекает именно из этого, уважаемые родители. Именно из этого. И последнее – это взаимоотношения между родителями. Конечно, взаимоотношения между родителями, я в первой беседе говорил, что у истоков воспитания в семье прежде всего стоят родители. Что именно основную часть воспитания получают дети в семье, именно видя и копируя родителей. И, конечно же, взаимоотношения между родителями имеют очень большое отношение в воспитательном плане для ваших детей, уважаемые родители. Ваши взаимоотношения, ваши теплые отношения, ваши отношения друг к другу, как вы бережно относитесь друг к другу, как вы заботитесь друг о друге, уважаемые коллеги. А у нас порой что получается? Вот приведу такой пример. Я буквально недавно был свидетелем. Девочка забегает домой, радостная, к маме, говорит: «Мама, мама, папа идет с работы». Папа идет с работы. Мама или вообще не реагирует, или скажет какое-то что-нибудь такое, которое, в общем-то, в таком негативном русле, или просто никакой эмоции. Ну, уважаемые коллеги, трудно ли что? Вот прибежала ваша дочка, с радостью говорит: папа идет с работы. Заместо того, чтобы сказать: ой, как здорово, что папа идет с работы. Мы сейчас вместе будем ужинать, Как раз у меня и ужин подоспел. Или: хорошо, доченька, как здорово, что папа пришел с работы. Помоги папе раздеться. Возьми тапочки, положи ему, дай тапочки. И так далее, и так далее. То есть показать вот эту любовь. Потому что дети все замечают и все видят. Ваши отношения, уважаемые родители. Они все копируют. И ваше вот это отношение, это будущее, ваше отношение между папой и матерью, это будущее, это они в будущем будут приблизительно тоже проецировать в своей будущей семье, уважаемые родители. И поэтому напоследок я хотел бы, заканчивая нашу сегодняшнюю беседу, сказать, что вы, родители, должны стать той переменой, которую вы больше всего хотите сделать. Все зависит от вас, родители. Коль вы родили детей, так будьте любезны, воспитайте детей. Воспитайте так, чтобы они были достойными членами общества. Как вы воспитаете, такими они будут. Вы автор судьбы ваших детей. Запомните это раз и навсегда. Автор судьбы ваших детей. Это очень важно. Спасибо за внимание. До следующей встречи.